Пожар в Воронежском психоневрологическом интернате стал поводом для проведения учения в наркологическом отделении Мирнинской районной больницы. Оба медицинских объекта объединяет одно. Их пациенты имеют специфические диагнозы. И в случае пожара далеко не каждый сможет правильно себя повести в экстренной ситуации. Руслан Фаткулин наблюдал за действиями огнеборцев. В 3 часа дня условный пожар вспыхнул в одной из палат наркологического отделения Мирнинской больницы. И первыми, на кого ложится ответственность за безопасность посетителей, это рабочий персонал учреждения. К моменту прибытия расчетов все больные были эвакуированы врачами в припаркованный рядом автобус, о чем руководство отделения незамедлительно сообщило приехавшим на место пожарным. Но даже несмотря на эту информацию, спасатели все равно в таких случаях совершают осмотр помещений, буквально покомнатно. И, как оказалось, не зря. В одной из палат было обнаружено 2 пострадавших. Самостоятельно покинуть здание из-за сильного задымления они не смогли. Поэтому, прежде чем начать тушение, необходимо было эвакуировать их, что и было успешно сделано. По замыслу учения было задействовано 2 пострадавших на 2-м этаже. Звеньями ГДЗС в ходе разведки они были успешно найдены, согласно всех временных параметров, выведено свежий воздух и доставлены в скорую помощь. Тушить возгорание было решено сразу с 2 направлений – через центральный и аварийный выходы. Вскоре очаг был ликвидирован. Как признаются сами пожарные, с точки зрения проведения учений, здание наркологии сложное по нескольким причинам. Здание само представляет собой удаленность от пожарной части, отсутствие полностью достаточного количества наружных водоисточников, подъездных путей и сам, естественно, тот контингент, который здесь находится на излечении. По предварительной оценке, действия персонала здания и самих пожарных были правильными. Все пациенты были успешно эвакуированы, пострадавшие спасены, а пожар вовремя потушен. На ваш личный взгляд, как сегодня повел себя персонал? Грамотно? На сегодняшнем тренировка есть, конечно, мелкие недостатки, которые по итогам тренировок будут доведены до руководства в целях их исключения. Подобным социально значимым объектам алмазной столицы спасателями уделяется повышенное внимание. И, как показала трагедия в Воронежском психоневрологическом интернате, его ни в коем случае нельзя ослаблять. А это значит, что расслабляться мирнинским пожарным вряд ли придется. Ведь в любой момент к ним может поступить сигнал тревоги, пусть даже учебной.